Today, I would like to draw the attention of the international community to the human rights violations faced by our relatives and loved ones in our homeland Abkhazia. Выступление Эльчин Адзенба на форуме ООН в конце 2025 года, где она говорила о нарушении прав жителей Абхазии, сделала уроженку Турции, абхазку по происхождению, знаменитой на ее исторической родине. Несколько дней назад она прибыла в Абхазию, и неожиданно для нее самой программа визита стала очень насыщенной. Эльчин Адзенба приглашают на встречи в разные города и организации. Многие хотят увидеть ее, поблагодарить, перенять опыт. Так, в Госкомитете по репатриации Эльчин Адзенба проводит воркшоп для студентов и молодых общественных деятелей, где рассказывает, что можно сделать, чтобы голос Абхазии зазвучал громче на мировой арене. Мало кто знает, но с 2013 по 2019 год Эльчин Адзенба жила в Абхазии и работала в Центре социально-экономических исследований под началом Олега Домения. Когда я впервые приехала в Абхазию, мне было где-то 16 лет. В Пицунде тогда проходил молодежный форум. Я была так впечатлена, испытала какие-то новые чувства от встречи с родиной. Я много слышала об Абхазии от родителей, но они сами здесь никогда не были. В тот приезд я решила, что хочу остаться тут жить, что мое место здесь, но из-за учебы мне пришлось вернуться в Турцию. И только после замужества в 2013 году мы с супругом переехали в Абхазию и прожили здесь 6 лет. Эльчин Адзенба – единственная дочь в семье, все ее предки – абхазы по происхождению. В Турции она всегда была частью абхазской диаспоры, принимала участие в национальных мероприятиях и болела за судьбу исторической родины. В 2019 году Эльчин Адзенба вернулась в Турцию, чтобы поступить в аспирантуру и продолжить изучение международных отношений. Пандемия не позволила ей вернуться в Абхазию, и в рамках профессиональной деятельности Эльчин Адзенба присоединилась к группе активистов, которые занимаются защитой прав нацменьшинств на международном уровне, и так попала на трибуну ООН. В 2022 году я впервые попала на конференцию ООН в Австрии, и там обзавелась полезными контактами среди чиновников, дипломатов, членов некоммерческих организаций. В 2023 году я впервые выступила на форуме ООН по вопросам национальных меньшинств. Моя речь была посвящена морскому сообщению между Турцией и Абхазией. Так как это было первое выступление на таком уровне, я очень волновалась и не знала, как будут восприняты мои слова в Турции. Не поймут ли неправильно. Я боялась, но выступила. Все прошло хорошо. А последнее выступление в 2025 году далось не так легко. Я получала угрозы и много хейта от представителей Грузии. Выступление Эльчин Адзенба стало популярным в интернете, и это вызвало дополнительную волну ненависти и угроз. Взломали ее соцсети, удалили исследования и наработки для кандидатской. Даже аналог турецких госуслуг не остался без внимания хакеров. Именно это давление и стимулирует Эльчин Адзенба продолжать то, что она делает. Я приезжала в Абхазию летом прошлого года, но после форума ООН мне захотелось приехать еще и поработать с местными молодыми людьми вопреки угрозам. Потому что, когда мне кто-то угрожает, я чувствую... Не знаю, как объяснить, думаю, вы меня понимаете. Я хочу сделать наоборот. И вот я приехала, и, если честно, я в шоке от этого приема. Вчера я была в Гудауте и не ожидала такой любви и популярности. Когда меня привезли к музею, я увидела много людей и подумала, наверное, какое-то мероприятие проходит, поэтому нас и пригласили. У меня и в мыслях не было, что мероприятие – это я. Несмотря на то, что лекция Эльчин Адзенба проходит полностью на английском языке, желающих учиться у нее нашлось немало. Молодым людям важно, что она рассказывает о существующих механизмах и реальных способах продвижения Абхазии на международной арене. Мне было интересно с точки зрения, во-первых, практики английского, послушать лекцию полностью на английском языке, понять как я ориентируюсь в этом языке. Кроме того, узнать интересную информацию, так как я учусь на международных отношениях, соответственно, International Advocacy – это интересная для меня тема с точки зрения моей профессии. Так как воркшоп начался относительно недавно, но Эльчин уже успела произвести очень приятное впечатление. Я узнала о ней из интернета, так как она говорила об Абхазии на международном уровне, и было очень приятно, что выходцы из Абхазии не забывают о своей родине и пытаются говорить о нас и о том, что нас необходимо признать на разных международных площадках. Симпатия абхазской молодежи к Эльчин Адзенба взаимна. Не только студенты вдохновляются ее позицией
амбицией и смелостью, но и она очень высоко оценивает способности и мотивацию молодых людей Абхазии. I have lots of students from different nationalities in Turkey, but У меня в Турции много студентов из разных стран, плюс я читаю лекции в европейских странах, так что знаю много национальностей и менталитетов, но молодые люди Абхазии правда удивительные. Они отличаются, они такие добрые, храбрые, и у них есть разум. Если выбирать правильный механизм, а наше занятие именно для этого, если найти своего рода заднюю дверь, конечно, наши студенты могут представлять свою нацию в ООН. Я верю, что мы сможем начать новую главу защиты прав абхазов в мире и вместе с молодыми людьми Абхазии сможем добиться многого. Эльчин Адзенба проведет в Абхазии еще несколько насыщенных встречами и событиями дней. Очевидно, что нынешний ее визит значительно отличается от предыдущих. И, возможно, именно благодарность и отношения людей, с которыми она встречается, даст ей мотивацию продолжать говорить о проблемах Абхазии с высоких трибун. Надежда Боровикова, Владимир Капуза, Абаза ТВ.